хочу засвидетельствовать о славе Божьей, которую Бог в моей жизни, очень много, я не знаю, времени нам не хватит рассказать, но хочу некоторые моменты коснуться жизни. У меня 2 сына. Один сын вот женился, прожили они 3 года со своей женой, и у них не было детей. И они пошли, как все, как бы люди, нормальные, да, люди мира сего, они пошли в больницу для того, чтобы выяснить причину, почему нету детей. Ну и врачи, естественно, же наговорили, что нужны операции, нужны большие деньги для того, чтобы якобы потом, может быть, будут дети. И когда жена пришла домой и сказала, что нужно много денег, я сказал, что у меня денег нету, я могу только молиться. Дети живут отдельно, я приехал к ним. Они в церковь пока еще не ходят, я верю, что они все равно будут ходить, они никуда не денутся, потому что спасен будет весь наш род. Уже прошло 3 года, нету детей, я им предложил, говорю, я могу за вас только молиться. Они, знаете, когда человек попадает в такие ситуации, они уже не отказываются. Я приезжал, как только я где-то мимо проезжал них, в неделю раз, может быть, 2 раза я заезжал к ним. Они садились на кровати, я молился за них и помазал их елеем. И я вам скажу, что вот прошло где-то 8 месяцев. Через 8 месяцев я был на группе. У нас есть старица одна тоже, она уже старенькая бабушка, ей уже лет 80, за 80 уже. Она была очень активный евангелист. И она очень много раздавала литературы. Но когда у нее ноги начали отказывать, то она сейчас дома. И она передвигается со стулочкой. И когда мы были у нее, проводили группу, то она спрашивает, что мне делать. Я говорю, молитесь. Она говорит, за кого? Я говорю, ну за кого? Она говорит, давайте я буду за вас молиться. Я говорю, давайте. Она берет карандашик, берет ручечку, берет тетрадочку и записывает. Всех меня записывает. Мою жену, моих детей. Потом дошла до моего сына, который уже женатый. И говорит, а дети где? У них нету пока еще. Она говорит, давайте я буду молиться за детей. И она тоже подключается к этой молитве. И вот где-то буквально через 2 месяца, где-то практически год прошел молитвы. Через год, пожалуйста, невестка забеременела. Сейчас этот внук наш, прекрасный внук, уже ему 3,5 года. Он помазанный, потому что я все время родителей мазал елеем. И сейчас, когда я приезжаю к ним, или они приезжают к нам, то внук говорит, помажь меня. А потом говорит, теперь помажь маму, помажь папу. И я вот их сейчас мажу. Хотя, правда же, я знаю, что роды наши будут спасены. Но то помазание, которое было на родителей, оно сейчас перешло на внука. И внук тоже уже помазанный. И внук как бы говорит, чтобы я, уже указывает мне, чтобы я подчеркивал, чтобы я родителей мазал. И родители ни в коем случае не сопротивляются. Они уже как бы знают, что это принесло результат определенный. Поэтому всех слава Богу. Я верю, что наши молитвы, особенно молитвы согласия, и молитвы такие, как вот людей, которые жаждут подключаться,